Так, ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 21 июля 21 года, 23 года, извиняюсь. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Реалити в YouTube и Аслан Арцуев TikTok канал называется. Друзья, я вас всех приветствую. Сегодня стрим, как обычно, у нас идет на двух платформах. Пишите комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Все будет Ичкери, Астан. Все будет Ичкери. Довели вас, витаю вас. Всех я вас витаю, всех приветствую, друзья. Как же увеличить мне вот, как в ТикТоке, на Ютубе, увеличить комментарии. Потому что сегодня я ухожу с телефона. Салам Машал, Думаса, всех вас приветствую. Всех, друзья. Итак, Лё, Аслан, сходу твой комментарий по поводу ареста Гиркина. Пока ничего не могу сказать. Салам Машал, Асамбек Машуоль. Ну что, задержали этого террориста Гиркина. Может быть, ему сейчас поднимают баллы. Я вообще не верю террористу Гиркину. Я считаю, что это гибнюк, который внедрен, ну, не верю в смысле, не в смысле, и так я ему не верю, а в смысле даже, что он на стороне военных, я не верю, российских военных. Это такой же, это Пригожин 2.0. Это тоже провокатор, поп-гапон, который также хочет выявить. Я считаю, что вот эта ситуация, связанная со спецмятежом, который произошел, она, мне кажется, больше похожа на то, что им не удалось поднять народ. Нужно было, чтобы народ поддержал этот спецмятеж. Его не поддержали. И, видимо, сейчас, после того, как Гиркина заточат в тюрьму, он там просидит какое-то время, потом вытащат. Ну, как вариант, я не знаю, что у них там происходит. Это такой гадюшник, которого мы только узнаем уже, когда чуть побольше у нас появляются какие-нибудь факты и доказательства ее деятельности. Поэтому будем смотреть, будем наблюдать, а там посмотрим. Дели Салам Маршал Хилт, так, Салам Маршал, всем, салам алейкум, Мели, Питер Вольф, всех, короче, вас рад наблюдать. Так, ну, пишите ваши комментарии, так. Или, как говорит сотник, исчерпывающий. Так, я забыл свою кепку, а то они сейчас еще обидятся, почему на меня кепки нет, там скажут. А где кепка, скажет? Отзеркалить видео. Так, поднимаю руку, это право. Ну, так, все, вот так правильно, мне кажется. Вот так правильно. Салам всем свободным людям, салам, Асан. Салам, Эд. Витаю тебя, дорогой. Как у тебя жизнь молодая? Так. Так. Ну, пока все собираются. Себудук Ичкерия, призрак Украина. Да, Мула. Слава Украине. Обязательно. Обязательно.
Ичкерия что означает? Это чеченское слово означает территорию. Плато есть такая равнинная часть Ичкерии, которая обозначается Чечении, которая обозначается как Ичкерия. Слава вильной Ичкерии, героям слава, призрак Украины, героям слава, героям слава. Так, чуть-чуть посередине, чтобы было. Салам алейкум, слава вильной Ичкерии, героям слава, латентный хоббит. Героям слава. Салам, брудер. Салам, брудер Аюб. Салам. Так, что это нажал? Вот так это должно быть. Вот так. Чем больше лайков, тем больше зрителей, говорит. О, интересно. Кстати, распространяйте ссылку, друзья, распространяйте, не ленитесь, разбросайте всем знакомым, всем своим контактам, WhatsApp, в Telegram, Facebook, во всех социальных сетях. Они нам всячески препятствуют. Вы видели, наверное, да, я у себя в YouTube выкладывал в разделе сообщества видео, которое они мне запретили. Мой канал запрещен на территории фашистской России, и они еще отдельные видео запрещают еще. Это видео называется «Инструкция ЦРУ». Инструкция ЦРУ по безопасному соединению с ними, там, интернет-коммуникации с ними. И вам это тоже будет полезно. Посмотрите, у меня на YouTube-канале есть это видео, пользоваться. Это ЦРУшники объясняют русским, разным чиновникам, кто хочет с ними связаться, как можно это сделать безопасно. И я это видео взял у них, с их сайта, и поместил у себя его на YouTube-канале. Поэтому есть, и это очень полезное видео. Кто захочет обратиться к ЦРУ, тоже пригодится. А так пользоваться интернетом тоже будет полезно. Анонимно попробовать пользоваться интернетом. Так. Аслан, видел угрозы Путлера Польши насчет земель? Нет, Садула, не видел. Чего там они там? Опять грозится этот мерзавец. Ассаламу алейкум, ваша до лусон. Алейкум ассалам. Худо доис. Минут домего. Мюлха домек что. Светлана Хадзевич, Украина, витая, Аслан обязательно пересылаю в соцсети. Спасибо, Светлана. Спасибо. Светлана, у вас, вы говорили, Джахар родился, правильно? Племянник или внук, или я не знаю кто. И у нас тоже, у меня тоже родился племянник, тоже мы его Джахаром назвали. И знаете, что я подумал? Есть какая-то, не знаю, мексиканская, говорят, какая-то пословица. Когда они нас закапывали, они думали, что там, этим они нас похоронили. Они не знали, что мы семена. И на месте, где нас закопали, вырастут новые растения. Точно так же, смотрите, столько лет прошло, да, столько лжи на Джахара вылито, столько лет прошло, фактически Чечня оккупирована, Чечения оккупирована, убито 30% чеченцев. Пропаганда днем и ночью, с начала Первой русско-чеченской войны и даже раньше, вот эти все 30 лет идет, это мои соседи ваши, ага. Ну вот, смотрите, ну, не важно, ваш родственник или сосед, или там мой, ну вот мы знаем с вами уже как минимум 2 Джахара вот в этом году родились. И смотрите, как получается, 30 лет пропаганды, уничтожения, все, что связано с Джахаром, все, что связано с независимостью Чеченской Республики Ичкерия. Это не просто вот открыто то, что мы видим, Светлана, то, что вот мы видим, что нас убивают, потом там какая-то пехота Путина, какой-то там человек с 2 классами образования, с репой, которая не помещается в экран, рассказывает, что он пехотинец Путина там, и там унижает чеченцев, убивает чеченцев, там язык наш занесен в
список исчезающих языков, да, ЮНЕСКО, так как русские всячески пытаются мешать. Ну, короче, идет полная ассимиляция, народ оккупации, ну, все, что только возможно. И в разных странах, в разных городах называют в честь Джохара Дудаева улицы, площадя, парки. Рождаются дети и называют в честь него, дают имена. Ведь этим Джохарам через 30 лет, будет 30 лет соответственно, правильно? И будут люди, это станет такое распространенное модное имя, возможно, я очень на это надеюсь, станет распространенное модное имя Джохар. И таким образом, несмотря на пропаганду, несмотря на ту миллиарды, триллионы денег, русских денег, несмотря на те усилия, которые фашисты прилагают для того, чтобы замолчать Джохара, его идеи, его слова, не получается. И через 30 лет, когда не будет фашистской России, когда Чеченская республика Ичкерия будет суверенным, независимым, демократическим, цивилизованным, правовым государством, будут жить джохары, которые будут прилетать в Киев, заниматься бизнесом, кто-то будет заниматься там наукой, кто-то будет заниматься военным делом. И эти люди будут жить и будут процветать. И все усилия, которые потратила фашистская Россия, свои жизни потратила для того, чтобы вот убить Джохара, покорить там на время, задушить чеченцев, они ничего не стоят. Представьте, как все круто поворачивается. Хорошо то, что история не заканчивается. Не заканчивается. И когда вы сказали, что там у вас родился Джохар, у нас ведь тоже он родился, и я то подумал, да, вот как получается. Вот как получается. Маш Вовалю, алейкум салам. Друзья, всех приветствую, вновь вошедших. Я буду потихонечку читать ваши комментарии, друзья. Сейчас пока в Ютубе я почитаю. Остановитель угрозы. Так, что думаешь по поводу ОПГ Вагнера на Сувальский коридор на Польшу или страны Прибалтики? Ну, Садула, будет правильно, если мы будем говорить страны Балтии. Прибалтики, это типа Прибалтики, при русской море Балтии, типа, есть какие-то там республики. Это уничижительно для стран этих. Это такой имперский термин. Просто на всякий случай говорю. По поводу того, что сейчас Путин грозился там и так далее, Польше, я думаю, что Путин пытается вот эту активность поляков, которые сейчас поляки проявляют, и это им жизненно необходимо полякам, потому что поляки следующие, и страны Балтии следующие, и поляки следующие. Он хочет их припугнуть, это его такой излюбленный метод, ведь они действуют вот именно как бандиты запугиванием. Мне кажется, в этом все дело. Мне кажется, в этом все дело. Так, я не думаю, что он осмелится, но вот эти диверсионные группы, теракты, там, это 30-е, это они могут, это их стихия. Да, малыш Джохар, мама Яна, папа Муслим, это мои соседи. Дай Бог нашим Джохазара. Амин, амин, дай Бог. Так, что случилось? Дай Бог, дай Бог. Алейкум бамут. Хазир Шавига Машуоль, вновь вошедших. Я вас витаю. Что там Осечкин? Осечкин опубликовал пост, что Вагнер вербует новых людей для похода на Польшу. Одновременно с этим начались какие-то более частые, чем обычно, выпады про Польшу. Ну вот, если говорит об этом Осечкин, соответственно, он получил команду. Если это говорит Путин, значит, это исходит от команды от Путина самого верха. Значит, либо это отвлекающий маневр от чего-то, что они вот сейчас грозят Польше, либо это какой-то запугивающий, такой привлекающий внимание и одновременно отвлекающий от чего-то главного шаг. Но надо наблюдать, только сейчас я эту информацию вижу, поэтому я не могу сказать. Осечкин, конечно же, это консерва, которая запущена сюда, в Европу, и
То, что он говорит, конечно же, нужно очень-очень внимательно проверять. Осечкин русская консерва. Да, совершенно верно. Так. Джохар Дуда это как Степан Бандера. Одно имя бьет током рашистов. Совершенно верно, Женс. Абсолютно так. Абсолютно. Абсолютно. Во время Степана Бандеры у нас был другой человек, которого также русские ненавидели. Его звали Абдурахман Авторханов. Он жил здесь, в Германии, умер в Мюнхене, похоронен в Мюнхене. Это профессор, очень такой умный был человек, в отличие от Степана Бандеры. Он прожил долгую жизнь и умер в 97-м, по-моему, году, если я не ошибаюсь, в 97-м. И тоже очень сильно его русские до сих пор ненавидят. И советую прочитать его книги, если вы хотите знать, что такое Советский Союз, что такое КГБ, что такое вот эта система учреждения, как называл их Абдурахман Авторханов. Вам нужно прочитать его книги. Одна из его книг вот очень четко все расписывает, это что я вам могу вот. Я рекомендую читать все его книги, там, мемуары его, так и называются мемуары. Но основная, вот что я первое, что вам посоветовал бы, от Андропова к Горбачеву. Эта книга написана им где-то уже закончена им в 80-х годах, когда только-только вот, Горбачев начал свою вот эту перестройку. До перестройки он ее закончил. Но он об этом говорит и пишет. Поэтому очень-очень важно почитать эту книгу. Прочитайте. Так, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Так. Шевик ночи чуа üç мо окчуа. Шевик и ночи чу üç мо окчуа. Ночи детство, да, ночи bütsko. Айда Путин. Маруся. Какая же ты, Маруся? Ай. Время показало, ты дура. Уже все показало, ты уже все, приплыла, да. Время покажет. Уже показала, беззубая, я хорошая. Ты беззубая. Ну, хорошие, дураки тоже хорошие бывают. Но ты, я думаю, не хороший, не хорошая дура. Время покажет, что будет. Да, поздно уже пить боржоми, почки отвалились уже. Так, друзья, ну что ж, вы мне скажете. Балувана Валь, Балувана Валя. Валь, и да, совершенно верно, абсолютно. Настоящий мусульманин не оскорбляет женщин. Так я не оскорбляю женщин. Ты зашла и говорит, ну ты пишешь комментарии свои, видишь, Путин красавчик и что-то там и так далее. Но ты женщина, ты зашла сюда и говоришь такие похабные вещи, и еще это же оскорбительно ты это говоришь, все правильно? Ну как тебя не назвать? И, причем, и я тебя даже не за это оскорбил, не то, что не оскорбил, я тебя просто, я констатация факта, просто дура, это диагноз. Ты сказал, что время покажет, что будет. Просто мы говорим тебе, что уже ничего не будет хорошо для вас. Ты должна это просто принять, понимаешь? Вот и все. Ничего же это... Ну, конечно, я за демократию. Конечно, это твое мнение, но ты высказал оскорбительно. Я тебе поставил диагноз, что ты ошибаешься, что все уже, хорошо не будет. Вы приплыли уже, все, конец, закончилась ваша вот эта лафа имперская. Так, салам, брат, салам, Кремлы. Фашисты проиграют, 100%. Провокация насчет Польши – это реконструкция ситуации 41-45 года для обобщения пересмотра Нюрнбергского процесса не в пользу бывшего СССР. То есть запускается процесс
доследование преступления России. Ну, анархист ты выдал, конечно. Вообще. Интересно, интересно. Ну, конечно, я немножко понял, что ты имеешь в виду. Я думаю, что... Спасибо, спасибо. Я думаю, что, конечно же, это интересная мысль. Интересная. А так, посмотрим. Рано еще по этому поводу делать выводы. Петров Анатолий. Путин бог лохов. Смотри, Марусь, тебя твой русский называет лохом. Что, теперь я виноват, что ли? Я просто прочитал его. А сам по-братски вправь в свой нос, будешь выглядеть более эстетично. Кинг Артур, я тебя уверяю, как бы я ни выглядел, у тебя нет шансов, да? Я женат. Вот вы тоже, мои носы, ну что за бред вообще? Эстетично мой нос. Вам вообще самому не стыдно вообще? Я вообще из Германии, я и не русская, говорит. Да знаем мы вас из Германии, не русских. Можно вывести Марусю из Казахстана или из России, но Россию из Маруси вывести нельзя. Так что хоть ты притворяйся немкой, хоть не притворяйся, там уже все дело. А Польше по пятаку набьют. Так. Поляки отомстят Путину за своего президента. У поляков есть мотивация для этого. Не только президента, около 100 человек, 97 человек они тогда уничтожили. Вместе с первой леди и так далее. Ну что значит, Маруся, ты любишь Россию? Живешь в Германии, любишь Россию. Ты любишь Россию за что? Ты ее за березки любишь, за ее там большую территорию любишь. Или ты любишь за геноциды, которые она творит, за агрессивные войны, за пытки, за убийства, за миллионы сгноенных в тюрьмах людей ты любишь. Вот за что ты любишь? Не могу понять. Я люблю Россию. Что за разговоры ты любишь Россию? Ну, объясни, за что ты любишь. За что? Ты русская. Поэтому немкой ты притворяйся, кем ты хочешь притворяйся, ты русская. Поэтому тебе вот эта своя рубаха ближе к телу. Ты здесь не стала немкой. Здесь они для тебя чужие. У немцев свой менталитет, свои особенности. Ты не конкурентоспособная. Уверен, у тебя нету никаких бизнесов, у тебя нет никакой, ты ничего не добилась в этой жизни. Ты даже, немец, наверное, тебя замуж не взял здесь. Вышла за такого же, как ты, тоже из какого-нибудь там захолустья, приехавшего сюда якобы немца. И вот ты гордишься Путиным. Здесь агентура, здесь российское посольство, здесь там много русских, которые тусуются. Ну и вот за что ты любишь? За геноцид, который она над чеченцами сделала. Вот за это ты любишь. А ты за что любишь? Оставь, что это я тебе задал вопрос. Ты же мне говоришь, что ты любишь Россию. Вот ты мне ответь. Если ты любишь Россию, за что ты ее любишь? Ты любишь ее за то, ладно, оставим всю Россию. Давай возьмем вот Путина, которого вы сейчас боготворите, это бога вашего, бога лохов. Вот давайте возьмем. Путин в 99 году, я этот вопрос разбирал, я точно знаю этот вопрос. Об этом знают почти все люди, более-менее думающие люди. В 99 году Путин взорвал русских, убил 300, это только дома. Были еще теракты, метро, троллейбусы, третье, десятое. На одном из переездов, который не под землей, а на земле, которая проходит, этот, метрополитена переезде, над рекой Яуза. Террорист, который закладывал бомбу, взорвался. Это оказался сотрудник ФСБ, который взорвался. Он метро, поезд хотел взорвать. Это много было этих терактов. Использовали также чеченцев, которых как полезных идиотов использовали по вынужденно. У тебя родственники сидят в тюрьме, пожизненно ему дали, и говорят, иди взорви троллейбус, мы выпустим.
вот твоего там родственника, там кого-то, друга, однополчанина. Как сейчас украинцев ваш Фейкин предлагал брать чеченцев в заложники, чтобы обменивать на азовцев, которые находятся в плену у русских. Это чисто русская, это ваша это методика ведения войны. Так вот, оставим все эти теракты. Я со всей ответственностью заявляю, этому есть тысячи доказательств. Об этом говорят русские, и русские депутаты об этом говорили. Щекочихин, там, кто там еще был, Головин, убили их. Литвиненко, бывший сотрудник ФСБ. Это не чеченцы говорят, это русские говорят. Книга написана по этому поводу, фильмы сняты по этому поводу. Ваш Путин убил, взорвал, ваш любимый Путин, 307 русских женщин и детей. Ни комбатантов, ни мужчин он на фронт отправил умирать ради величия России. Спящих, никого не трогающих, вообще не имеющих никому отношения, маленьких детей и женщин. 307. 307. И после этого обвинил в этом нас. В Рязани при попытке подрыва 5-го дома задержаны 3 сотрудника ФСБ, 2 мужчин и 1 женщина. Патрушев после этого, до этого 4 дома взорвано. Спящих, жилых, причем выбирались дома самых бедных россиян. В Москве самый дешевый, самый бедный район был. И также в других местах, где взорвалось, и в Рязани при попытке то же самое, был самый бедный. Потому что бедные самые незащищенные, они жаловаться не умеют, они трусливые, они бедные просто во всех смыслах этого слова. То же самое было в этом... Где там они взорвали? Вологде, не Вологде, Волгодонске, Волгодонске. Скажи мне, ты любишь за это Путина? Значит, ты считаешь, что твой царь, бог лохов, может взрывать, убивать женщин, детей русских для того, чтобы... Для чего? Для величия какого-то России. Россия стала великой от этого? Не стала Россия от этого великой. Понимаешь? Путин и Патрушев и банда ФСБ беззаветно, безраздельно захватили власть фашистской вашей, этой богом проклятой России. Вы лохи, реально, вы не поняли, что с вами сделали. Вас убили. И потом вам объяснили, что это сделали чеченцы, хотя были задержаны сотрудники ФСБ. Местное Рязанское ФСБ возбудило дело. Факты есть, доказательства есть. Это не чеченцы. В Рязанское ФСБ, рязанские менты задержали, Рязанское ФСБ возбудили дело по статье терроризм. И только после того, как сперва нашли бомбу, потом задержали террористов, нашли бомбу, возбудили дело, задержали террористов, выяснилось, что ФСБшники. Дело закрыли, ФСБшников выпустили, взрывы по всей России домов прекратились. Патрушев сказал, что это были учения. Ни Рязанское ФСБ не знало, что учения. Ни Рязанское МВД не знало. Это не чеченцы, это русские, самые русские из русских, рязанцы. О чем вы говорите? О какой России? Люби Россию. Кто тебе против? Это твое право. Если ты русская, конечно, ну, это нормально, если ты любишь. Даже если это, я не знаю, сидит в болоте лягушка и квакает, она любит свое болото. Это, ну, понятно, болото оно, но оно лягушечье, ну, черт с вами. Никто не спорит. Ну, как можно любить Путина, как можно любить вот эту систему, за которую вы сейчас топите? Вот это у меня в голове никак не укладывается. Когда человек, который понимает это все, вот то, что я тебе сейчас рассказал, знают все просто. Просто вы отрицаете эту действительность, вы этот момент отбрасываете. Да ну его, это неправда, там как кто-то там придумал. Хотя если предаться логике, там причинно-следственную связь проследить, кто от этого выиграл, нам, чеченцам, это было категорически невыгодно. Мы никогда не убивали, не взрывали спящих, не спящих ваших женщин, детей. Даже когда в Буденновске или в Беслане мы, спасаясь, раненые, захватывали заложников, наши люди захватывали, в лице Басаева, там, других наших командиров, их не убивали.
выдвигалось требование остановить войну. Будьте вы прокляты. Войну остановить. В Беслане, когда захватили заложников, требовали не убивать наших женщин и детей. Остановите войну. Террористы, убийцы, людоеды требовали не остановить кровопролитие. Понимаешь? А не людоеды, а святые, с крылышками ваши КГБшники из огнеметов и танков расстреливали вместе с этими террористами, вместе с этими детьми, заложниками. ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, признал убийство детей, заложников в Беслане, в школе Беслане, виновными Россию и лично Путина, который только он мог отдать этот приказ. И матери Беслана, это все открытая информация, матери Беслана, есть такая организация, которая сформировалась после вот этого ужасного террористического акта, они говорят, что палач Путин, убийца их детей Путин. Так вот, если вас взрывают русских, осетинских детей вам не жалко, вам только спекулировать, как ты спекулируешь мусульманами, ты говоришь, Америка мусульман убивает, тебе плевать на мусульман, тебе плевать на осетин, ты спекулируешь этим. Если ты искренне любишь свою Россию, свой русский народ, то почему тебе своих русских не жалко, которых 307 взорвали? Ну не может так быть. Человек, который это отрицает, он либо клинический идиот, а ты писать умеешь, значит ты не клинический идиот. Хотя бы ты можешь там мысли свои здраво там как-то выложить, не знаю, насколько. Односложные, правда, ты предложения пишешь, но все равно, думаю, хотя бы вот в этом смысле ты не настолько клиническая. То ты такая же, как они. По нутру, по сути своей, ты убийца. Или ты садист такой же, который будет говорить, что он любит русских и убивать русских. Представляешь, что ты сделаешь с нами, если у тебя будет власть и такая возможность. Вот и все, что мы хотим вам объяснить. Вы нас убиваете, вам не жалко. Ну, это сугубо ваше личное дело. Я, конечно же, сожалею, что вы убиваете и друг друга тоже. Ну, хотя бы нас не убивайте, пожалуйста, закройтесь у себя. Выведите свои фашистские войска с наших территорий. И себе там в Вологде, там, я не знаю, в Рязани, вырезайте друг друга, убивайте. Даже кушайте друг друга. Нас оставьте в покое. Вот и все, что мы вам хотим сказать. Если вы не хотите жить в семье цивилизованных людей нормально, обвиняя нас в каком людоедстве, обвиняя украинцев в каких-то там нацистских вещах, еще в чем-то, при этом абсолютно мы не виноваты в том, что вам захотелось, что вам захотелось? Величие России. Просто мнимое величие, просто бич какой-то пьяный лежит под забором, вот он в собственной луже лежит, и он хочет какого-то величия. Объясните мне, зачем вам это величие? Ведь лучше же созидать, лучше же, я не знаю, не убивать. У вас есть деньги, у вас алмазы, нефть, газ, самая большая территория. Вы можете просто деньгами покупать, завоевывать другие народы, как сейчас в мире принято это делать. Не вырезая целые народы, нации, убивая своих, там просто грязь на грязи, просто самые подлые методы ведения войны. Вы даете коридор, убиваете людей, вы убиваете женщин, вы вырезаете внутренности, продаете на органы людей, сжигаете, пытаете. И это огромное количество людей через ваше проходят через это. Зачем вам это нужно? Значит, вы такая же, Маруся. И ты говоришь, что я там где-то тебя оскорбил. Нет. Ты говоришь, там американцы что-то сделали. Не надо себя сравнивать с Америкой. Вы ногтя Америки не стоите. Сравнивайте себя, я не знаю, с какими-то людоедами из какой-нибудь Папуа-Новой Гвинеи на острове, где живут какие-то там племя какое-то. Вот это максимум ваш уровень. Вам не надо ни с кем себя сравнивать. Вы не доросли ни до чего. Так. Сравнивают они. Америка, Европа. Не доросли еще.
Да, еще бабы нарожают, это их принцип. Меня просто удивляет, как вам не стыдно это говорить просто. Вот я поддерживать Путина, сегодняшнюю вот эту систему. Был бы это другой даже человек, та же КГБ пускай это будет, но был бы другой. Тогда как-то можно было бы оправдать, что вот КГБ сейчас другой лидер, там, этот же КГБшник, это же, это все те же люди, просто состарились они. И все, и как вы этого, ну вы такие же просто, другого объяснения нет. Сталин миллионы убил, но они его считают святым, говорит Тарас. Абсолютно верно. Чем больше русских убиваешь, тем больше они любят. Это садисты, это мазохисты, им нравится получать удовольствие. Они от этого тащатся. Чем больше ты их убиваешь, если они тебя боятся, если они трясутся от страха. Знаете, почему русские девушки любят чеченцев в России? Потому что они боятся их. Вот вся Россия боится, и сразу же, вот они сразу, о, чеченец, все, любая девушка считает там за радость, да, чтобы встречаться там с чеченцем и так далее. Им нравится это. Ну, такая, я не знаю, что с вами делать, как вас исправлять. Ну, просто вот взять в рабство, ну, никому вы не нужны брать в рабство. Вас бы Америка взяла бы в рабство, Украина вас взяла бы в рабство. Ну, вы не интересны никому, понимаете? Потому что ну, вас держать в рабстве, сейчас 21 век, рабство уже давно не существует. Ну, вы друг друга держите в рабстве, а люди не хотят вас брать в рабстве. Поэтому вся проблема в том, мы не знаем, что с вами делать. Оставить вас, вы опять начинаете всех доставать, потому что выбираете себе самого подлого, самого гнилого и начинаете опять идти войной. Не оставить вас, взять вас под протекторат или под внешнее управление, ну, в принципе, сейчас, наверное, к этому придется прибегнуть. Но опять вас перевоспитывать или держать вас в рабстве. А мы не можем, мы не такие, понимаете? Мы не можем людей держать в рабстве. У нас, например, у чеченцев никогда не было ни дворян, ни рабов. Мы вольные люди, мы свободные люди. А вы не можете, вы можете или подбыть, или надбыть. На равных с вами не получается. Ну как с вами быть? Я не знаю, что с вами делать. Перевоспитывать вас, ну нафиг вы никому не нужны. Понимаете? Это целая работа над вами, это целое поколение, там, это вас надо воспитывать. Причем вы умеете мимикрировать, вы делаете вид, что вы воспитались. Вот вы живете в Германии, я уверен, вы здесь притворяетесь такой немкой. Но как только нужно, вот эта ваша внутренность, она сразу же проявляется. Как только безопасно, можно где-то что-то сказать. Все, вы эту свою внутренность вываливаете. Вы умеете мимикрировать. И ваш медведь, ваш вот этот символ вашей страны, он тоже умеет очень мимикрировать. Он умеет, он трусливый сам по себе, жестокий, ест своих вот этих детенышей, когда пожелает. И при всем при этом он умеет подделываться, умеет там на балалайке, там на велосипеде ездить. А так посмотришь, мощная такая вещь, там медведь, все такое, а ноль из себя. Плюс еще полгода спит и по лапу сосет. Бездельник, то есть. А потом идет, ворует чужой мед. Аслан, надо их отдать африканцам. Да африканцам они не нужны, Тарас. Зачем они им нужны? Кстати, Германия признала Россию террористами, за пропаганду терроризма штрафует. Ну вот, сейчас мы вот эти сейчас вычислим и оштрафуем их. На следующие выходные в кабак пойдем потом на эти деньги. Так, шутка, шутка. Так, военные убивали в больнице.
Приветствую весь чат. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам. Ваш европеец Березовский его агенты взрывали. Да, наши. Березовский, во-первых, ваш, а не наш. Это раз. А во-вторых, что же тогда, если взрывал Березовский, ваш Патрушев не назвал его? У тебя, кстати, ник новичок, да? Очень классно ты придумал. Почему же, если Березовский взрывал дома, почему этот террористический акт Березовского, который приписывали Басаеву, между прочим, ты немножко ошибся, засекретили на 75 лет ваши органы? Почему, интересно, учреждения ваши? Почему же, если этот взрывал Березовский, ваш Патрушев сказал, что там был сахар и никакого гексогена не было, когда задержали 3 березовских террористов? Что за бред вы несете? Вам никто не верит уже давным-давно. Салам алейкум, Асан. Был рейх Германии, сегодня русский мир. Да, совершенно верно. И будет суд. В Беслане русские подогнали Уралы со шмелем и сожгли школу заложников. Совершенно верно, абсолютно так. И это на суде с номерами, с фотографиями, вот эти тубусы от огнеметов «Шмель», они фигурируют, есть материалы отдела. Это все есть на сайте. Сайт называется «Матери Беслана». Там вот эти все Элла Кисаева, там и все остальные там есть. Это все осетины, никакие не чеченцы, они сами говорят, рассказывают, они не обвиняют нас в этом, они обвиняют в этом Россию. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, машвой. История России, СМИ, РФ, вранье, ложь, русский мир. Да. РФ ждет распад по-хорошему, как СССР или гражданская. Распад обязателен. Россия будет соблюдать международное право только в одном условии. Если в ясный день со стен Кремля будет видна граница фашистской России, все, большая Россия это зло, это опасность для всего мира. И пусть сами там карабкаются, там выстраиваются очередь, упрашивают мир, чтобы их прокормили, дали им там это, третье, десятое. Все, закончилась лафа. Аслан, всяким Марусям, русским предателям, ничего не объяснить. Зря тратишь здоровье, хотя говоришь все правильно и правду. Ну, я это говорю не только для Маруси, я говорю для всех, кто увидит сегодня наше видео. Кстати говоря, как мы понимаем, в YouTube у нас идет трансляция и в TikTok идет трансляция. В YouTube она сохраняется. Сегодня была еще где-то около часа у меня трансляция в TikTok. Я ее тоже залью сегодняшнюю на YouTube. И всегда сможете посмотреть. Я объясняю для всех нас, друзья. Еще раз призываю, друзья, распространяйте ссылку везде, сейчас же прям, не поленитесь, друзья, раскидайте ссылку по своим контактам, в WhatsApp, в Telegram, в Facebook, везде только где можете. Пускай люди заходят и больше узнают правду. Останься, забанить этого новичка. Но за что? Он не матерится, пусть будет. Не помню, кто-то дал интервью про Беслан о том, что трижды Масхадов звонил Путину и просил его пропустить туда в Беслан, чтобы отрегулировать все вопросы. После третьего звонка Путин дал команду на штурм. Да, об этом говорил Илларионов. Илларионов об этом говорил. Основная так это было. Масхадов обещал все отрегулировать. Без жертв. Но Путин не позволил это сделать. Лично Путин. Интервью, кажется, Илларион. Да, это Илларионов говорил об эту информацию. Не баньте новичка, это дискриминация людей. Так, Америка государство своим военным, так, это все. Давайте я перемотаю, друзья, а то вы много тут написали. Почему у тебя на трансляции видео обрезано? Ты с телефона делаешь трансляцию? Да, я сейчас в данный момент с телефона. Кепку сними, говорит. А зачем, да?
Навіщо до Львова ехать? Хай в Днепро придет, мы объясним теорию единого народа. Уже объяснили им, они уже все поняли. Я вас уверяю, они все поняли. Просто сейчас по инерции держатся пока. Салам алейкум, Аслан. Всегда рад тебя видеть. Алейкум салам, Каир Машова. Ты не американец, сними кепку. Почему вам твоя так кепка нравится? Я ее, кстати говоря, не одевал специально. Понимаете? Я ее не одевал. Вернее, ну как бы забыл одеть. И потом перед стримом резко вспомнил, как же без нее, как же мои там, мои хейтеры, фашисты, как же они будут переживать без этого? Вынужден одеть. Так, кепка огонь. Дуже дякую. Кавказ это не Россия, Горская республика это Кавказ, Дагестана до Адыгеи. Алия, тебе не 12 лет, как ты в прошлый раз говорила. Это ты выдумала. Нету никакой Горской республики, понимаешь? Горская республика это проект русских Кутаева и Закаева. Понимаешь? А мы русские проекты здесь не приветствуем. У нас есть проект «Кавказский дом», который Джахар Дудаев, Извят Гамсахурдия и другие наши лидеры кавказские планировали сделать. И мы его закончим, этот проект. А Горская республика это все не наше, это мимо. Слышал, как пиарят Закаева и его ОМОН? Да, Тарас, слышал, видел я. Там, ну вообще, короче. Ну да, интересно, интересно. Интересно. Я думаю, будущие проекты Кавказа можно обсуждать только с американцами. Конечно. Асан Судаговый, он с самого начала, смотрите, я со времен чата редко просто не отвечаю. ЦО Тито, Тито 007. Очень много татар, которые писались русскими, переделываются в татар, готовится реанимация Тартарии. Думаю, да. Хотел написать Белакиеву, но он меня заблокировал. А, Тарас, это из той же серии Белакиев. Это из той же серии. Это все поле одного ягоды, ягоды одного поля. Поэтому, ассаламу алейкум, вы на днях были в Бельгии? А с какой целью интересуетесь? Как вы считаете, Китай будет реагировать при последнем обстреле пострадало здание консульства Китая в Одессе, а по дипломатическим законам нападение на консульство – это нападение на территорию государства? Но по факту, конечно же, если нападение происходит умышленное, целенаправленное, то, конечно же, это считается, ну, это и есть территория. Территория посольства – это и есть территория государства иностранного. Но здесь ведь произошло неумышленно, да, стреляли по украинцам и там немножко задели, если это соответствует действительности. Поэтому не думаю, что будут реагировать, но я знаю, что Китай в любом случае не будет за Россию. Китай не дурак. Китай просто улыбается хитро, да, и делает свое дело. Китайцы не будут ввязываться в мировую войну угоду какой-то фашистской России, которая их же и гнобила. Они, китайцы, все помнят. У них, в отличие от русских, память не такая короткая. Они 1000 лет существуют и 1000 лет все фиксируют. Поэтому я думаю, не будут они не вмешиваться, не будут. Ну и отвечать я тоже не думаю, что будут русские извиняться. И все. На этом закончится. Так, подождите, здесь был Іван Сем. Вітання останнє і всем вільним та поки що полоненным людям. Витаю тебя, Иван. Ты иногда заходи, потому что я иногда вспоминаю тебя, когда нет, я думаю, жив ли наш Иван? Иван, держись, слава Украине, держитесь там. Русофобии не существует, есть только русореализм.
Китай не хочет иметь дело с проигравшим. Никто не хочет иметь дело с проигравшим. Асан, таких Марусь здесь тоже много. Все сидят на пособие, топят за Путина. Хорошо, сейчас начали работать над этим. Они поутихли. Все имперцы одинаковые. Они понимают только уголовное право. Совершенно верно. Знаешь, Эд, у нас тут в Европе все россияне берутся под контроль. Мой канал, как известно, он имеет определенный вес в определенных кругах. И мой канал под наблюдением, да, и тут заходят и угрожают, и вот разные Маруси заходят, третий, десятый. И в этом плане очень удобно, когда вот такие Маруси заходят и говорят свою позицию. Их будут находить, отслеживать и таким образом брать на карандаш таких людей. Поэтому все вот эти Маруси и вот эти пропутинские элементы должны покинуть нашу Европу, пожить у себя в любимой России. Почему нет-то? Так, ни один стрим не пропустил я то. Просто писать что-либо не мое, а так поддерживаю. Ясно, спасибо, Дё. Спасибо за ответ, пожалуйста. Ассаламу алейкум вараматуллахи ва баракатуху. Вабаркату. Лаят на собаку, которая тебя укусила. Бесполезная задача. Надо на хозяина приструнить. Совершенно верно, алейкум салам. Добрый вечер. Я слышал, что Ермак это агент ФСБ. Какое ваше мнение? Благодарю. Саид, да, об этом, конечно, украинцы очень много говорят. Мне очень не нравится, что делает Арестович и Подоляк, особенно в контексте Чеченской Республики. Но президент Зеленский, при всем том, что это все как бы видно невооруженным глазом, при всем при этом это украинцами избраны на честных, легитимных выборах президент. Поэтому я не буду в это вмешиваться. Говорят, что ФСБшник, говорят, но это, я думаю, и украинцы, и их союзники в этом разберутся. И я очень надеюсь, что КГБ УССР проведет иллюстрацию, и все КГБшники, КГБ СССР, Белоруссии, РСФСР, УССР, все будут отстранены от власти, а особо опасные будут привлечены к уголовной ответственности. Вот я на это очень-очень рассчитываю. А так, посмотрим. Мне, конечно, не нравится. Ты знаешь, Сейд, если ты смотришь мои стримы, ты знаешь, сколько раз я и про Подоляка, и про Арестовича, и про этих Фегиных, Невзоровых, и все говорю и буду говорить. Но пока Зеленского не трогаем, после войны или после того, как изберут другого президента, я буду говорить все, что думаю и про нем, и про других тоже. Поэтому чисто из уважения к выбору украинского народа я пока воздержусь. Считаю ли я его ФСБшником или нет. Но мне не нравится то, что делает нынешняя администрация. Слава воинам Украины, героям слава. Небось не Маруся, небось товарищ подполковник какой-нибудь за ником Маруся. Наверное, скорее всего. Украине, Муавит. Украине, Хаудавит. У тебя, кто у тебя на аватарке? Тумсо Абдурахманов у тебя на аватарке? Агент российских спецслужб у тебя на аватарке? Да зачем тебе Украину? Что там насчет главы ЦРУ Бернса? Все нормально, Бернс работу свою делает. Путин осмелел с разрешения Эрдогана, я имею в виду зерновую угрозу. Я не знаю, во что там играет Эрдоган, его не поймешь. Низький уклин вам ночі, що допомагаєте нам здобути перемогу. Слава Україні, славочки, героям слава, героям слава. Hala haynikti avek Abdurrahmanov Tumsu обошел, ласки агент уя анасвик. Суна жуаплон. Так, русский менталитет, рабский, они из этого не вышли. С 1861 года прибежали к барину, просятся обратно. Что-то изменилось за это время? Нет,
Надо лечить, изолировать общество, образовывать. Да, это совершенно верно. Коротко можешь сказать, какая у тебя позиция, на чьей ты стороне? Я вижу американский флаг на кепке. Коротко, смотри мои стримы. Я его уже называю. Понятно. Ну что ты, куда ты ушел? Куда ты убежал? Расскажи мне, почему у тебя на аватарке агент российских спецслужб, и ты мне задаешь какие-то разные вопросы, да? Так. Кепку надел Америки и чувствую себя господином. Ну вот только русский мог такое написать. Кепку надел Америки и чувствую себя господином. Ты понимаешь, что когда ты видишь американскую кепку и еще она на чеченце, то он по-любому тебе господин, понимаешь? Это твоя психология, ты так это видишь. Другой никто так не подумал бы, кроме тебя, понимаешь? Ну ладно, раз ты хочешь, чтобы я был твоим господином, я буду твоим господином. К ногам, Дио. Хауат агент, аватарки Иуаты Абдураманова, му агент. Аслан не русский, а россиянин. А я слушала, и туда, и закая тоже их я не буду слушать. Да, еще украинскую люльку. Да-да. Зеленский отклонил признание Чкерии. В смысле, ты обо мне не думаешь? 1001. Ты только что говорил, что я себя чувствую, надел кепку, и ты про мои чувства говорил. Ты не только обо мне думаешь, ты думаешь даже, о чем я думаю, пытаешься понять, понимаешь? Пытаешься мои мысли как-то понять или там, о чем я думаю, хочешь понять. Но ты ошибаешься. Аслан, не будь агентом Запада. Ну, я не агент Запада, новичок, я не агент Запада. Я агент чеченского народа. Я чеченец, говорит. Ирак, Ливия, доллар, ну, я чеченец. Новичок, какой ты чеченец? Ты же прорусский. А если ты прорусский, какой ты чеченец? Как вы думаете, когда закончится война? Этого я не могу сказать. Напиши по-чеченски что-то, то я лично вообще не верю, что ты чеченец. Он не чеченец, но написать он быстро может сейчас быстренько, попросить кого-нибудь там, или рядом сидит кто-нибудь там и так далее. Но это не важно, чеченец. Сейчас люди разделились не по национальному признаку, а по моральному, по нравственному признаку. Есть зло и добро. Вот Россия на стороне абсолютного зла, а Украина на стороне абсолютного добра. Вот из этого мы исходим. Ногчи написал он слово. Ногчи слово он написал. Ногчи усо. Ну хорошо, Ногчи, ты дальше что? Ты прорусский, ты предатель чеченского народа, позор чеченского народа. Я тебе не буду отвечать. У тебя агент российских спецслужб на этих стукач, который сдавал наших парней. У тебя стоит Волцунов на аватарке. По идеологическому признаку, да, совершенно верно, про чеченский. А что же тогда беженцы из Украины делают в России? Они же беженцы, а куда им деваться? Где, куда, как получилось, так и оказались. А как вы хотели? Куда было ближе, туда и бежали, да. Хуже предателя нет врага, да.
500 драхман. Да. У нас есть проверочное слово «поляница». Никто из русских не может правильно его произнести, почти никто. Да, но это может быть предатель, а может быть и украинец, понимаете? Русский-то понятно. А может быть и украинцы оказаться предателем. Не знаю я, какое слово. Но у нас каждое слово, у нас ведь языки абсолютно разные, поэтому, например, слово «гаски», русские, вот, они никогда, они всегда, даже наши русские, которые с нашего Грозного, которые немного говорили по-чеченски, они всегда «гаски» говорили, «гаски». Это всегда запоминалось, поэтому такое слово, весь язык наш для них такой, да, Аслан, не дай использовать себя. В смысле не дать себя использовать? Версии, ну нет, я про гаски слово. В смысле не дать использовать? Новичок, ты же про-русский, ты о чем мне говоришь? Тебя используют. Я русский по национальности, но я поляница вильно вымовляю. Ну, Иван, да, ты с Украины. Привет, Аслан. Забань новичка, он опасный. Лучше скажи, что после победы со 140 миллионами делать. Эрик Ашим, ну, во-первых, не 140 миллионов, а 90 миллионов максимум. Вот как-то так. А что с ними делать? Ну, нужно Россию разделить на несколько государств. Ну, как иначе? По-другому никак. Россия должна быть разделена на несколько государств. Ну и все. После этого мы должны начать жить заново. Разоружение атомное должно обязательно лишить ядерных вот этих бомб химических, бактериологических, всех видов, все виды вот этих оружия массового уничтожения русских нужно лишить, чтобы они больше не угрожали миру. Разделить государство на несколько государств. Если где-то 90 миллионов россиян, и где-то, я полагаю, около, ну, русские говорят, в России живут 20 миллионов мусульман, это татары, башкиры, там, кавказцы, то я полагаю, что их, ну, минимум 30 миллионов. Потому что если не врут КГБшники, то они бы вообще это не были бы КГБшниками. Поэтому я думаю, миллионов 60-50 русских. Сейчас же русские опять бегут, там, хоть они немножко разобщены и трусливые, но они недалеко не дураки, и многие бегут, у кого есть деньги, выезжают, спасаются, уже довольно давно это идет, вот этот процесс покидания из фашистской России. Ну, останется, например, на миллионов 50 русских, которые идентифицируют себя русскими. Ну, там может быть еще сколько-то миллионов, там якуты, буряты, там третье, десятое отделется. Ну, пускай будет 50 миллионов, возьмем. Вот это 50 миллионов будут разделены на 2-3 государства. Как бы появится Кавказский дом, наше государство, появится территории Дальнего Востока, Дальневосточная республика. Кстати говоря, дальневосточные русские абсолютно другие русские, кстати говоря, и по характеру, и там говорят, может, потому что там много тюрем, там зон, там со всего Советского Союза, что там всегда держали, сажали. Там есть более-менее такие, особенно сибиряки русские, тоже вообще другие русские. Причем более, я заметил по общению, спокойные и более человечные сибиряки русские, более человечные. Не массово, конечно, я не могу сказать, но вот отличаются, я хочу сказать, от москвичей, от петербуржцев. Петербуржцы интеллигентные сами по себе, такие общительные, интеллигентные, такие отзываются на помощь, но жестокие, мне кажется, такие, если мочить, то на глухую могут. Короче говоря, ну, разделить на несколько государств, и появится пару государств, 2-3 государства, русских государств. Ведь если там Австралия есть Канада есть
есть Англия, Соединенные Штаты Америки. Это англоязычные государства, которые разделены и соединяться особо не желают. Они объединяются, военный союз, экономический союз. Поэтому в этом смысле они себя как-то ущербно не чувствуют из-за того, что там они там разделены. Поэтому русские тоже немножко поживут раздельненько. И 50 миллионов, если на два государства, ну там 20-30 миллионов вот так разделится. Если это будет три государства, ну там 10, 20, там 20 миллионов, вот так. Это среднее такое европейское государство, меньше, чем Украина. Если разделить на два государства, вот эти 50 миллионов, по 25 миллионов, тоже как бы не очень большое государство, и будут себе жить, свое этническое русское государство. Будет какое-нибудь дальневосточное государство русское, и вот европейское, там Московия какая-нибудь будет государство. И вот тогда они будут соблюдать международное право, тогда они не будут лезть, как те же сербы. Сербы тоже, да, маленькие, да, ну, вонючие очень сильно, тоже лезли, да, всех там порабощали, угнетали, оккупировали, кого могли. Такой силы, как у русских, у них не было, но все равно, что могли, то делали. И даже еще фору дадут русским, давали фору по жестокости, по коварству и так далее. Поэтому, ну вот приблизительно так это может произойти. Как произойдет, я не знаю. Как, я не знаю. Только Господь Бог это знает. Но если, например, делать это все, ну это нужно делать там, по-серьезному. Это русские должны делать. Пока таких русских не очень много наблюдается. Потому что русские КГБшники, они выдвигают русские симулякры, и тут в Европе вот мы видим, которые русские, хорошие русские, так называемые. Есть нормальные русские, я с некоторыми общаюсь. Это настоящие демократы, цивилизованные люди, которые с первых дней вот войны против Украины стоят на митинге, ходят, там постоянно их позиция жесткая, четкая, цивилизованная. А есть симулякры, вот эти хорошие русские, Ходорковские, там, Пьянковские, там, и третий, десятый и так далее. Вот эти русские выдвигаются вперед, у них деньги, у тех простых русских, которые настоящих русских, у них нет ни средств, ни возможности объединиться, хотя они пытаются объединяться как-то. В основном выдвигаются вот эти симулякры, у которых есть деньги, которые координируются. И в этом плане они перебивают вот этих простых русских. Но Запад, который должен был бы вот этих простых русских, имеется в виду простых в смысле независимых, давайте так их назовем, независимых русских, которые не принадлежат к учреждению, не контролируются гибней, которые враги этой гибни, которые оппоненты, преследуются, да, раньше такие диссидентами называли. Вот этих русских Запад не поддерживает. Потому что для того, чтобы таких русских поддержать, Западу нужно заморочиться, спуститься со своего Олимпа до уровня вот этих уличных митингующих простых людей, и потом как-то что-то с ними делать, потом еще окажется, что они там засланы, там тоже есть агентура под видом вот этого диссидентства, тоже там своя работа ведется. Но проще работать с хорошими русскими. Там, с Ходорковскими, с Каспаровыми, там, с Невзоровыми, там, с третьими, десятыми, у которых накрученные там подписчики, у них бабки есть, и как бы они там умеют там разговаривать. Плюс здесь на Западе, тут в Европе, в Германии, во Франции, в других странах есть агентура КГБ, которая их тоже поддерживает. И, короче говоря, вот эти обычные независимые русские, они оказываются на обочине. А вот эти хорошие русские, которых поддерживают, они как бы получаются в теме. Ими начинают заниматься. И Запад ими занимается, настоящий Запад, не агентура, а вот настоящий. Потому что они видят реальную силу. А Запад, как любой практичный объект, субъект, он им хочет иметь дело с тем, кто что-то может решать и какие-то возложенные на него обязанности, функции выполнять. Но эти, конечно, обещают, что-то там делают, как какие-то услуги оказывают. И в итоге вот эти независимые люди, они оказываются на обочине.
А для того, чтобы когда произойдет гражданская война, раскол фашистской России, когда русские будут ловить Путина, вот этих Кадырова, Патрушева и выдавать в Международный уголовный суд, как это делали сербы, выдавали Слободана Милошевича, руководителя Фейкина, Радка Младича, других третьих террористов, которых там выдавали. Вот когда вот это будет происходить, нужны будут вот эти независимые русские. Без этих независимых русских получится вот эта агентура, симулякры русские, вот эти хорошие русские, они фактически все вернут на круги своя. И вот все усилия, все годы, все усилия, которое будет затрачено, оно уйдет в песок. Да, где-то кого-то сольют, где-то сможем посадить кого-то, привлечь к ответственности и так далее. Но по большей части система учреждения КГБ, она постарается уйти от ответственности. Вот для чего нужны вот эти независимые русские. И если появятся эти независимые русские и их поддержат здесь на Западе, смогут как-то их разобрать. Еще там проблема одна. Если эти независимые русские появляются, лидеры общественного мнения, настоящие, если они появляются, то вот эта вся гибня переключается на этого независимого русского и начинает его там, начиная от родственников, там, подкуп, запугивание, шантаж, там, копаться в белье, там, доставать компроматы, там, третье, десятое. Фактически они его так могут затерроризировать, что, ну, опять все это превращается в пшик, этот человек либо погибает, либо он сдается, либо еще что-то происходит. Поэтому это очень сложная задача, чтобы их как-то разделить, там, как-то сделать. Ну, нужен детектор лжи, нужен, обязательно нужно вводить. В Украине нужно это вводить, в России это нужно вводить уже после постпутинской, после этого. Люстрация, рассекречивание архивов КГБ. Это русским нужно, вот этим 50 миллионам этнических русских, это им нужно. Они освободятся от этого, они потом, их дети, внуки благодарить будут сегодняшних, кто их освобождает. Потому что если не освободить, они останутся в той же тяжелой ситуации. Ну, короче, как-то так, друзья, как-то так. Что-то у нас обрывается связь, я смотрю. Ну, посмотрим. Так. Грузия, привет. Витаю, Грузия. Я заметил, что самые большие ненавистники русских агентов хорошо отзываются о Шендеровиче. Ненавистники русских агентов хорошо отзываются о Шендеровиче. Шендерович тоже из той же оперы. Ничем Шендерович не лучше. Шендерович, например, тот же Муратов, да, Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии там, и так далее. Эти люди, они, знаете, этапы есть вот, по уничтожению, чтобы добиться целей, которые ставят перед собой КГБ, ФСБ, учреждения, они делают поэтапно. Есть тот, кто применяет кувалду, непосредственно вот это Пригожин, это вся суть вот этого русского мира, вот это все убийца, вот в нем она сидит. Потом есть более такие цивилизованные, это могут быть там какие-нибудь ну, полу, скажем так, не такие уже кровожадные, как Пригожин, да, откровенно такие кровожадные, это какие-нибудь чуть получше такие, потом третий, десятый, и потом уже откровенно такие прозападники они. Но при всем при этом они являются той же системой, просто у них лайтс-версия такая. И лайтс-версия нужна также, чтобы ну, показать весь спектр, весь цвет мнений, которые существуют. И вот так это работает, так это и делалось всегда. Как-то так. Алейкум салам, Хамзат, Машвовело. Когда война была в Абхазии, в 90-93 году воевали все, кроме ингушей, говорит Томас Мюллер. Но Томас Мюллер, в российской армии, если ты послушал бы Евкурова, то как раз недавно он говорил,
что он воевал в Абхазии. Он воевал в Абхазии, в других местах, ну все, он там, начиная и в том числе Чеченскую республику он. Я понимаю, что кого-то там хочется как-то выделить, подружиться с ингушами, там как-то показать, что все воевали, там третье, десятое. Но это не соответствует истине, потому что и ингуши, и все остальные являлись частью Советского Союза, и они служили в этой российской фашистской армии. Поэтому как-то так. Поэтому, к сожалению, немножко ты холостой выстрел сделал. Но при всем при этом нужно понимать, когда вот в Абхазии там вспоминают эту несколько бойцов чеченских, несколько десятков бойцов чеченских, которые были в Абхазии, я много раз об этом говорил, я, если честно, устал от этого уже. Каждый раз мне это об этом напоминают, говорят, там что-то мне пытаются доказать, и мне не хочется говорить об этом, потому что, во-первых, я считаю, что Басаев сам сожалел о том, что участвовал в этой войне. Во-вторых, я тоже считаю, что не стоило этого делать. Но я ни в коем случае не хочу, чтобы на нас бросали тень, что мы какие-то там агрессоры, там кого-то там убивали, еще что-то делали. Причем придумываются еще сказки, что Басаев они играли там головами там футбол там и так далее, и так далее. Почему-то русскими головами они не играли, когда к ним на нашу землю пришли, а там почему-то они, поэтому я в это тоже не верю, в эти сказки. Но мне, знаете, что всегда вот это напоминание напоминает, что это связано, скорее всего, с тем, я думаю, с выражением, причем, когда был Басаев живой, об этом не говорили грузины, так я этого не слышал, где-то, может, поговорили, но я так не слышал массово. Сейчас везде появляется еще там реверансы в сторону ингушей делать, что реверанс в сторону ингушей, что реверанс в сторону чеченцев, это, в принципе, одно и то же. Поэтому для нас это ничего плохого в этом нет. И разделить нас ингушами никому не удастся. Русские давно пробуют, грузины можете пробовать, кто еще хочет попробовать. Мы не разделимся. У нас кровные родства до сих пор имеются. Еще мы троюродные, четвероюродные. Мы даже как народы не разделились до конца. У нас это еще не разделено до конца. Но, знаете, мне очень интересно просто наблюдать, когда люди такие вещи заявляют, что геноцид, там, воевали, там, третье, десятое делали. А помните ли вы, что делали над нами Гущиани, что делал Сталин, которого до сих пор боготворят в Грузии некоторые, ну и так далее, и так далее. Поэтому давайте не будем. Давайте не будем. Почему я вспомнил об этом? Я, знаете, почему думаю, что сейчас начали об этом говорить? Наш последний президент Докка Умаров как-то в своем интервью, одном своем видео сказал, что, возможно, грузинские спецслужбы причастны к убийству Шамиля Басаева, что ну, как бы он в контексте что-то это сказал, что сейчас не об этом речь, давайте что-то как-то. И если грузинские спецслужбы причастны к этому убийству, мотора чеченского сопротивления, как называли Шамиля Басаева, сердцем чеченского сопротивления, но это очень подло и коварно в самое трудное время, во время геноцида, уничтожения всей нации, подло ударить в спину, если это так. И знаете, и пытаются очернить нашего Шамиля Басаева именно после его смерти очень активно. И таким вот образом представить его, что он теперь, да, он делал такие вещи, которые на войне делаются, конечно. И, конечно, можно в белых перчатках сидеть и вонять здесь, и говорить, что там террорист там, и так далее, и так далее. Но сейчас его, когда мы будем объединяться в Кавказский дом, вместе все будем сосуществовать, я надеюсь, в этом Кавказском доме,
Сейчас обвинять, там, и пытаться там Шамиля Басаева вспоминать, молодого пацана, который въехал против КГБшника Шеварднадзе воевать. Но если это связано на самом деле, то чеченцы этого не простят, никому не простят, ни грузинскому народу, конечно, а вот тем спецслужбам, которые были причастны, и я думаю, они живые, руководители этих спецслужб, если это так, то мы захотим ответственности привлечь тех, кто убил или был причастен к убийству нашего мотора, нашего сопротивления. Поэтому вот эти вещи, я не знаю, мы тут заходят грузины, мы так мило друг с другом здороваемся, они меня приветствуют, я приветствую. И вот заходят вот такие люди и напоминают такие вещи, а я думал над этим, много думал я над этим. И мне очень жаль, что мы приняли участие, что наши несколько десятков бойцов приняли участие в этом. Я не слышал от грузин, чтобы они очень сожалели то, что делали Сталин, Гвишиане, другие при Сталине, которые набраны в НКВД грузины, и после очень много, очень на больших позициях находятся грузины в КГБ СССР, КГБ Грузинской ССР, что вот сожалеют они, что вот они виноваты в том, что я никогда не слышал от грузин. Я от русских слышал, что они виноваты перед чеченцами. От украинцев слышал очень много, что они виноваты, что поверили в пропаганду. А вот от грузин не слышал, что вот они сожалеют об этом. Поэтому есть о чем поговорить, если есть желание, можно обсуждать это. Ни к чему хорошему это не приведет, конечно, но нам есть что сказать. Нету ни одного народа на этой земле, который может нам что-то предъявить, и нам нечего будет сказать. Мы никому ничего не должны, мы ни перед кем не виноваты. В большей части, да, были поступки, которые не красят, но тот же Беслан, например, это был акт отчаяния после 42 тысяч убитых чеченских детей. Но говорят почему-то, это 225 школ, говорят почему-то про 226-ю школу, которая была в Беслане. А 225, которые были в Чеченской республике, почему-то не вспоминают. Ну вот такие вещи, короче, много что можно говорить. Ну, как-нибудь еще поговорим, да. Давайте я перемотаю, друзья. Оставь антироссийскую риторику. Слушай, новичок, ты подхолопный, Не спекулируй на убиенных. Ты подхолопный новичок, ты просто обычный подхолоп. Ты никакой не чеченец, ты не просто холоп даже, ты подхолопный, понимаешь? Антироссийской нету никакой. Есть прочеченская позиция. И если эта Россия совершила геноцид над нами, и я об этом говорю, ценой жизни своих родственников, здоровьем их, своей, третье, десятое, и ты заходишь, и абсолютно такие, ты после этого просто подхолопная. Ты подхолопная. Басаев спас жизнь грузину, командиру Белых Волков, который приговорили к смерти Абхаза. Это было в 98 году. Это было сделано по просьбе Иля Селиани к Басаеву. И Селиани был шефом контрразведки Грузии. Да, но я не знал этого. СЦ, хорошая информация. Я реально очень честно, правда, с глубоким уважением отношусь к грузинскому народу. Я общался, дружил с грузинами, когда был в студенческие годы. И это самые близкие нам были по менталитету, по духу, по гостеприимству, по человечности. Друзья, знакомые. Поэтому у меня нет ничего сказать грузинам, вот мое личное. Да, там чечено-грузинские отношения, там геноцид 1944 года, там царская Россия, то, что много было армянских и грузинских генералов, которые совершали геноцид. И сейчас, когда Басаев против Шеварднадзе, КГБшника, заступаясь за абхазов, которые боролись за независимость, а потом просто легли абсолютно беспардонно под русских,
что во всех смыслах было не просто аморально, но еще и экономически глупо и невыгодно со всех сторон просто. Ну, я не могу, конечно, это никак понять, поддержать. Но никогда я не слышал от Басаева, чтобы он говорил, что вот мы там в Грузии там, победили, что-то сделали и сделали. И причем грузины об этом не говорили. Только после смерти Басаева об этом начали так усиленно говорить, писать об этом. И я думаю, это целенаправленная такая акция, которая запускается. Ну да ладно. 100% инфо. Знаю людей лично, кто в этом участвовал. Все, СЦ принято. Вот я ее озвучил, эту информацию. Еще раз я ее озвучиваю. Басаев спас жизнь грузину, командиру Белых Волков, которого приговорили к смерти Абхазы. Это было в 98 году. Это было сделано по просьбе Иосилиани к Басаеву. Иосилиани был шефом контрразведки Грузии. Алхамдулилlah, сел дукес, дерез хуйну информации, ладно, пусть это будет. Грузины вроде тоже сейчас в нехорошем положении, там русня хозяйничает. Да, да, это правда. Асан, как думаешь, что значит история с переездом Вагнера в Беларусь? Я не знаю, может быть это будут террористические акты, может быть это будет подготовка, чтобы сейчас, может у них какая-то информация есть о том, что хотят захватить Беларусь, например, да, Украина может или Польша может вести свои войска в Беларусь. Может с этим это связано. Я не знаю, пока я ничего не могу по этому поводу сказать. Будем наблюдать. Автандил и Соляне, ясно. Так. Ты жил в Германии, тут круто, под плетью Америки немцев, а ты Америку приглашаешь. Ну. Аса Украина Абдул, мой цена лецен у Эдера. Сумца ойзис. Закаевц уиз. Закаевц вегутия. Ажиев бош вегутия. Закаевец укыз. Вайт адыч лячду закаев мину цауш и ваца. Я сомневаюсь, что он не знает, кто такой Закаев, да? Да, элкоек так. Суншина дис улилда. Туам беш вараль героица гулигасон, но если он за Закаева, значит все понятно. Масана ждут тем лошана Закаев милу. Все-таки забанили новичка. Да, да. Новичка все-таки Хамзат справился с ним, да. Так, спасибо, все понял. Так, Марат. Сначала, а потом свой айда джиги чествует, а до русского это не случайно, это приду. Так. Зачем Закаев изображает из себя большого друга Украины? Я не знаю, что-то отрабатывает, наверное. У меня объяснения этому нет. Зачем Закаев, который все это время не был другом Украины, резко стал другом Украины? Абсолютно не понимаю. Но я исходя из того, что из правительства Ахмеда Закаева человек вербовал меня, пытался меня завербовать на работу на российские спецслужбы, чтобы меня заслать в Украину, так как у меня много друзей украинцев, там блогеров, там третье, десятое, я делаю выводы, что это нужно российской разведке. Может, они там рассказывают людям, что там они там помогают Западу, там где-то Америке, Англии, где-то что-то там, какие-то услуги им оказывают. Но на самом деле я считаю, что Ахмед Закаев действует для своих личных корыстных интересов. И все, кто его окружает, я об этом делал отдельные видео, мне тут спрашивают, с каким-то Закаевым есть какие-то там бойцы, не знаю, криминальные элементы их можно назвать, потому что как воинами, в смысле как по пути воинства идущих, там вокруг него я немного вижу. Есть криминальные элементы, которые вокруг себя собирает, но есть порядочные люди, которые
я думаю, понимают или уже должны понять, или от бесходности. Ну, как-то, я не знаю сейчас, как всех внутренностей, я не знаю всех внутренней вот этой кухни. Но могу сказать, что все, кто с Ахмедом Закаевым, они не ради чеченского народа там, это 100% могу сказать. По крайней мере, может, они думают, что они за чеченский народ, но они это делают, точно это не будет выгодно чеченскому народу. Если они молодые, многого не знают, ошибаются, тогда им нужно смотреть реалити и слушать, что им говорит дядя Аслан. Потому что эти вещи мы уже неоднократно обсуждали, говорили, пока они воюют, мы здесь занимаемся аналитикой, интеллектуальной работой, которая приводит к определенному какому-то результату. И это уже не только нами подмечено, не только мной там и другими нашими соратниками. Поэтому как-то так, как-то так. А для чего он это делает? Это нужно России. Если там есть Ахмед Закаев, это Украине это не нужно, я вам скажу. Я отдельно делал видео, я обращался и к вооруженным силам Украины по поводу Ахмеда Закаева, кто он такой, для чего он там действует, ошивается. Я это прямо говорил и прямо буду говорить. Но Украина ведет себя очень странно. У Украины какие-то там Невзоровы, Фейкины с первых дней войны вещают и делают, что хотят. Поэтому это все, короче. Салам, Сергей, салам. Так, Шамиль Узен Унавар из Вацербург Галвалу. Совершенно верно. Шамиль Басер. Закаев тоже за развал России. Я не верю, что Закаев за развал России. Закаев собирается создать Палестину вместе с русскими, под контролем русских, вместе с пророссийскими разными людьми типа Кутаевым и остальным, и заниматься вот этой деятельностью. Закаев не за развал России, Закаев за то, чтобы извлечь выгоду какую-то из этого всего. Как он, впрочем, вот все эти годы, пользуясь сопротивлением на крови чеченского народа, это будет потом суд выяснять. Сейчас я все детали и не знаю, и не буду говорить. Это будет выяснять суд, какую ответственность понесет Закаев и все остальные, кто причастен к этому. А батальон имени Мансура, имени шейха Мансура подчиняется кому? Муслим Чеберлоевский там есть, он Закаеву не подчиняется, это мы знаем точно. Просто в отличие от меня, они вам это говорить не будут. Они вам это говорить не будут. Не слушайте Аслана, идет давление от Кремля и Кадырова. Вот видите, это Закаевские, вот эта свора сюда заходит и говорит, идет давление. На меня не идет давление ни от Кремля, ни от Кадырова. Вы, Закаевский, утверждаете, что я ФСБшник. Везде вы распускаете слухами, что я заходишь сюда и говоришь, что на меня Кремля и Кадыров. Мои родственники в заложниках находятся, имеется в виду в Чеченской республике. Их всех отпустили. Всех отпустили, никого сейчас пока не держат они. Потому что мне все равно, что с ними станет. Я не сверну с того пути, на котором я вышел. Слышишь, все равно, потому что я не сверну, а не так, что мне не все равно на любого человека в этой жизни, который может из-за меня пострадать или из-за того, что я делаю. Это раз. И ты нагло лжешь. Что на меня там оказывается давление, и я из-за этого говорю, абсолютно нет, я абсолютно свободен в своих выборах, в своих высказываниях и в своем выборе, что говорить и что делать. На меня не оказывает давление, кроме моей совести, никто и ничего, понимаешь? А все остальное это туфта.
Ахмед Закаев является абсолютным, не является абсолютно никак полезен для Украины. Я не знаю, для чего держите. Он так же полезен, как Фейгин или там как Пономарев. Вот вся польза. Я не знаю, для чего вы его там держите, украинцы. И распускают слухи. Вот эти слухи они распускают. Одновременно с этим, вот они говорят, что на меня давление, поэтому я на Ахмеда Закаева. Нет, никакого давления не было, когда человек из окружения, из правительства, так называемой театральной труппы Ахмеда Закаева, когда он мне сказал работать на русскую разведку. И потом вот все действия, которые были со стороны Ахмеда Закаева, его окружения, как они пытались, чтобы я сгладил этот конфликт, не говорил публично, не писал заявление. Все это известно. И Закаев, и Сулейманов, вот если ты про Джамбулата Сулейманова, это звенья одной цепи. Вот кого вы там видите, это представляет, они представляют не интересы чеченского народа. За ними стоят, вот так или иначе, за ними стоят, или вокруг них находится русская агентура. Агентура ли они, я личного дела не видел. Ни Закаева не видел, ни Джамбулат Сулейман. Но все, что они делают, было во вред чеченского народа. Всегда. Всегда Ахмед Закаев делал во вред чеченского народа. Никогда Ахмед Закаев не стоял принципиально на позициях чеченского государства. Он обвиняется в массовой коррупции, еще более тяжких других преступлениях обвиняется. И это будет предъявлено Ахмеду Закаеву. Я в этом нисколько не сомневаюсь. И чтобы избежать ответственности за эти страшные преступления, фактически Ахмед Закаев обвиняется нашим сопротивлением, нашими бойцами, нашими политиками в том, что он разворовал все деньги, которые шли на то, что шли нашим бойцам. И до того уже дошло, что Шамиль Басаев, Дока Умаров, кто у нас там, ну все наши лидеры, которые только были, Аслан Масхадов, президент, они все фактически приговорили его там к суду там и вплоть до высшей меры наказания он был приговорен. Он обвинял Доку Умарова в том, что тот работает на ФСБ, там, 3-10, и потом говорил, что он этого не говорил, хотя все это имеется в доступе. Там уже много можно говорить. Вот сейчас человек зашел, и вот это из их трюков. Когда ты говоришь что-то на Закаева, они говорят, нет, нет, это он просто вынужден так говорить. Я не вынужден. Клянусь Господом Богом, своими детьми и родителями. Я это говорю не потому, что меня кто-то вынуждает. И ничего я здесь не говорю, что кто-то меня вынуждает. Заставить меня что-то вынужденно говорить практически невозможно. Не говоря о том, что я сейчас делаю. Поэтому вам нужно знать, украинцы, это. Вы на всех каналах их рассказываете. Они... Когда я отошел от Ахмеда Закаева, от этой всей вот этой банды, потому это у них деньги. Вот я пытался там где-то помочь, я искренне думал, что эти люди там на каком-то пути, что они борцы за свободу, там 3-10. Так вот, эти люди, их деньги интересуют. Везде, вовсюду, где вы их только не увидите, не услышите, везде деньги. Вот если нет денег, они даже с дивана не встают. Какие это борцы? Не говоря уже, здесь денег заработать нельзя. Я вот этим занимаюсь уже 8 лет, 9-й год, как я сюда приехал. Я здесь не вижу денег, никак здесь нельзя заработать денег. Деньги нужны, чтобы там какое-то мероприятие провести, мне, например. И это я со своих карманов всегда делаю. Финансирую всегда делаю. Может быть, там кто-то мне пришлет там на PayPal что-то. Поэтому Ахмед Закаев это угроза для Украины. Я со всей ответственностью это заявляю. Я отдельно видео по этому поводу делал. И вот эти трюки их, когда они говорят, что под угрозой, это они всегда так делают. Знаете, что они еще делают? Они, когда я сказал, что меня пытались вербовать, я начал об этом говорить, а у них, видимо, какие-то там свои цели были, они начали говорить, что там нужно где-то вместе сделать видео там с Курочкиными. Курочкины тоже из этой же среды. Они были засланы, чтобы меня склонить, чтобы меня как-то подговорить. Там, и Гудковы меня пытались там окучивать, там где-то пытались со мной подружиться. Там еще много чего, это история целая. И
Курочкины таким же образом предлагали делать мне видео, снимать интервью, там, играли на моей гордыне, там, хвалили меня, восхищались мной, там, и так далее. Это вообще не работает. Это в обратную сторону, не просто меня еще не изучили до конца. Это в обратную сторону работает. И тогда им нужно было вместе, чтобы мы просто с Закаевым в одном ролике я просто снялся. Когда я раньше, когда только начинал свою деятельность, я говорил, я поддерживал Закаева, говорил Закаеву, приди, возьми, я хочу у тебя интервью взять. Он мне 2 раза обещал, да, конечно, и спрыгивал. Просто, взрослый дядя и вел себя как, слова не держит просто. А я людям обещаю, говорю, да, скоро будет, и потом он раз, и мне неудобно. И получается, я как бы прошу Ахмеда Закаева, чтобы он дал мне интервью, и людям кажется, что он меня отвергает. Он сам мне говорит, да, я тебе дам интервью, а потом я объявляю об этом, а потом он говорит, игнорирует это все дело. А потом уже началось, что они начали за мной бегать, они начали просто подпись, документ пишут, какой-нибудь там музей открыть Холокоста, там где-то там открыть отдел сейчас. И мне просто подпись внизу, мою, кто я такой, обычный рядовой гражданин Чеченской Республики Ичкерия. Нет, мою подпись. Это нужно показать Западу, англичанам, американцам, что то, что говорит Аслан, что его пытались вербовать из окружения Закаева, это все туфта, потому что вот видите, он с Закаевым в хороших отношениях. И вот сейчас вот этот трюк, который он сейчас делает и говорит, что я это говорю, потому что мои родственники. Я бы не стал бы сейчас много говорить про этого Закаева. Мне он вообще не интересует. Закаев никто. Закаев в политическом смысле ноль, как и Кадыров. Они никто. Для чеченцев они не представляют. Они еще, может, сами не осознают, или тот, кто в них деньги вкладывается, не осознает. Но они не существуют для чеченцев. Понимаете? Не знаю ни одного чеченца, который уважает или поддерживает Ахмеда Закаева. Я был единственным чеченцем, который топил за него, и которого там люди возненавидели за то, что я за него топил. Хотя я надеялся, потому что они имитировали, и я думал, я не думал, что здесь в Европе будут люди, которые будут работать на русских. И вот если бы он сейчас мне вот этот свой трюк не выкинул бы, что мои родственники в заложниках, я бы опять бы проигнорировал. И так много раз, и они этим пользуются. И вот им нужно, чтобы я где-то подпись поставил, где-то с Курочкиными в ролике снялся, у Курочкиных в ролике, где там Закаев там будет. И сказать, что вот смотрите, он просто говорит здесь в Ютубе одно, а на самом деле это там какие-то у них свои или я там какой-то, они про меня тоже говорят, что я ФСБшник. Ахмед Закаев лично распускал слухи, потом, правда, перед моим другом он извинился, сказал, что это не так. Но за спиной они говорят об этом. Они распускают эти слухи. Это правда. Понимаете? Вот что они делают. Вот что представляет такой Ахмед Закаев. Вы у себя на груди, украинцы, змею пригрели. Самую страшную змею, которая имеет опыт разделения чеченского сопротивления, имеет опыт стравливания чеченского сопротивления, ограбления чеченского сопротивления. Потому что он обвиняется очень, не просто чуть-чуть там где-то приворовывал, он обвиняется в самых, все приворовывал, все забирал просто, ничего не оставлял. $1 миллион долларов, неважно. Вот кто такой Ахмед Закаев. Вот кого вы там раскручиваете и пиарите. И вот тот Хусейн Джамбетов, который был у вас там в Украине и потом перешел на сторону России, это человек, который Ахмед Закаев человека близко к себе не подпускает. Я, который 1,5-2 года топил за него, могу сказать, что он очень дистанцируется. Потому что я был независим. Они не могли понять вначале, кто я, что я. Потом, когда они поняли, что я независим, они не могли ничего со мной сделать, кроме как вербануть меня, попробовать, предложить мне деньги. Они мне много чего предлагали. Они рассчитывали, потому что другого выбора у них не было. Им нужно было или меня отстранить от себя, или же нужно было, чтобы я запачкался, согласился на них работать 100%. И после этого все, моя дискредитация, все, он агент российских спецслужб, там 3-10, все. И как тоже там очень большая история. Человек, который приходит меня вербовать, пытается меня вербовать, его зовут Нашхо, выдуманное имя, настоящее имя Руслан Сулейманов. Его аят по тейпу Нашхо.
И он по тейпу говорит, что он Нашхо, и имя у него Нашхо. И как бы мне, если он меня вербует, и потом возникают какие-то вопросы, ну, на своего пойти, как бы, заяву накатать, там, обвинить его в том, что, ну, считайте, своего тейповца, своего однокровника считайте. А у меня нет однокровников. Есть за русских и против русских. Все, на этом заканчивается. Он может быть украинцем, евреем, русским, но если он за путинский, за имперский, все, он для меня ноль. Даже если это мой родной брат, отец, сват, Кондрат, без разницы. Вот и все. Они не поняли просто моей позиции. Я им объяснил, и дальше буду объяснять. И вот так они себя ведут. И дальше они ведут у себя так. И вот этот майор Джамбетов, Хусейн Джамбетов, которого Закаев сделал майором у себя там, ну, звание раздает. Он не может раздавать звание, у него нет полномочий, он самозванец. Понимаете, он не может, он пытается узурпировать власть. Наша власть – это президиум правительства Чеченской Республики. Это Аят Эдигов, Алла Дудаева, Муса Таипов, там еще несколько людей, которые есть. Эти люди есть, они работают, ведут свою деятельность, у них есть свое имя. Их уважают все чеченцы, кто в теме, они не так известны, как Закаев, потому что в них денег никто не вкладывает. Но узкий круг необходимых людей, все знают, кто такой президиум, кто такой Аят Эдигов, кто такая Алла Дудаева, вдова Джахара Дудаева. Эти люди существуют. У них есть непререкаемый авторитет, уважение, все такое. А Закаев их называет психически больными. Он говорит, это психически больные люди. И вот таким образом они ведут свою вот эту деятельность. Там, ну, просто майор Джамбетов подпущен так близко, я удивился. За 1,5-2 года так Ахмед Закаев от меня сторонился, так держал дистанцию от меня, а тут Джамбетова подтянул, Мусу Ламаева подтянул. Какие-то невероятные вещи. Это может объясниться только тем, что эти люди связаны одной нитью и одними кабинетами или одним учреждением. По-другому это объяснить нельзя было. Вот так все это происходит. Поэтому имейте в виду, украинцы, вы пригрели змею, очень опасную змею у себя на груди. Давайте дальше. Я хочу якутские бриллианты, как мне получить мне свою долю, говорит Макс Вор. Кстати говоря, возвращаясь к якутским алмазам и тем, что делать. Есть такой Руслан Кутаев. Руслан Кутаев это российский офицер, которую Ахмед Закаев, ну как обычно, у него все где-то, вот вы должны быть связаны с фашистской Россией, вот тогда вы друг Ахмеда Закаева. Или там его компаньон, или еще кто-то. Руслан Кутаев это такой человек, который такой, ну, россиянин, до мозга костей, он там искренне. Есть два типа коллаборантов чеченцев. Коллаборанты старые, которые были всегда за Россию. И есть коллаборанты новые, когда вот эта война случилась под сложившимися обстоятельствами. Фактически перебежчики, предатели. Они сперва были на нашей стороне, некоторые были нейтральные, и вот сейчас они перешли на сторону. И вот эти новые коллаборанты, кадыровцы я их называю, это кристальные, это новые клопы, клопы с русского ватника я их называю. Дудаев их клопами называл, предателей. И есть старая советская номенклатура. Вот к старой советской номенклатуре, скорее всего, относится Ахмед Закаев и вот эта вся вот эта Завгаевщина. Это старый такой руководитель Чечено-Ингушетии, Завгаев у нас такой был. Вот когда пришла вот эта новая плеяда вот этих подхолопных, прорусских, они отстранили старых, потому что завладели деньгами, всеми ресурсами, которые владели вот эти завгаевские, старые вот эти номенклатура КГБ. Они захватили всеми вот этими активами. И очень сильно унизили вот эту старую номенклатуру советскую. Убивали, снимали на камеру и насиловали. Много чего они сделали. Кадыровцы вот эти, сделали вот этими завгаевцами. Не закаевцами, а завгаевцев. Был Завгаев у нас такой.
А Закаев вот из этой плеяды получается. Хотя он был как бы в нашем сопротивлении, там ошивался вокруг Дудаева, ошивался среди очень серьезных наших людей, лидеров. И сейчас задача такая стоит, что вот эта старая номенклатура КГБшная, она говорит, что кадыровцы вчера были против России, воевали, а вот эти, старая номенклатура, они всегда были за русских. И они русским предъявляют, вы типа русские плохие, потому что вы нас, которые вам всегда были верны, заменили вот на этих. А русские их заменили вот на кадыровцев, потому что вот эта завгаевская вот эта номенклатура, она не справилась с управлением, контролем чеченцев. Понимаете, новое чеченское национальное движение, Джахара Дудаева, Зелимхана Яндарбиева и многих других, они свергли, при поддержке народа, свергли вот эту старую советскую номенклатуру. И русские очень много вкладывались в эту свою советскую номенклатуру. Но они не вояки. Они хапуги, интриганты, там все такое, но они не могут справиться. Да? Они хотят жить. А кадыровцы, которые были на стороне, нашей стороне, и потом были вынуждены перейти на сторону русских, имели на себе уже, ну, как минимум 2-3 пожизненных срока. Там на них нападение на колонны, уничтожение ментов, 3-е, 10-е, где-то рядом стоял, где-то участвовал. И ты смертник фактически. И вот эти кадыровцы были выгодны русским, потому что они на крючке. Старая советская номенклатура права знает, они образованные, они не на крючке, на них нет компромата, как убийство российских военнослужащих и так далее. А на этих есть. И русские сказали, Путин сказал, все, я делаю ставку на Кадырова и так далее. И Кадырову сказал, зачищай, что хочешь, делай, что хочешь, ну, контролируй Чечню. И вот он зачистил, как он умел, 2 класса образования. На нем и так трупов вешать некуда, на Ахмаде Кадырове, на Рамзане Кадырове, чеченских крови на него море просто. Ну и он начал, какая разница, он убивает чеченского бойца за свободу или он убивает какого-то там завгаевца. Вот они их зачистили, этих завгаевцев, забрали у них все миллиарды, все нефтяные и другие все потоки, все, что можно было, что там Путину не нужно было, все досталось от Кадырову. И сейчас вот эта старая номенклатура при помощи КГБ УССР, СБУ вашего украинского, пытается сместить Кадырова, потому что Кадыров уже запатентованный убийца и на Западе, и везде, и, ну, его никто не хочет слышать, видеть, ни Америка, ни Англия, ну, он враг для всех, все, как и Путин. И вот сейчас хотят под видом борцов за независимость, ичкерийцев, сместить Кадырова, и оставить нас при помощи, вот про Алмаза мы сейчас говорили, при помощи Руслана Кутаева, других старых КГБшников, ГРУшников, ФСБшников, забрать власть у Кадырова, но оставить нас под контролем фашистской России. При этом, как дело с Палестиной, нас, чеченцев, которым настроили мечети, и сейчас есть еще 3-я часть, чеченцев, которые на религиозной почве обрабатываются опять тем же и ГРУ, и ФСБ. Вот эти религиозы, кстати говоря, вот Джамбулат Сулейманов относится вот к этой плеяде религиозников. Хотя они все сейчас, они полудемократы, полушариатчики такие они. Они и так, и сяк, короче. И там готовы, и тут готовы, и везде они готовы. Ну, они нам рассказывают, что они дурят кафиров, там, христиан, там, американцев, Запад, что вот они мусульмане, они за шариат, просто они их дурят, чтобы им помогли, а потом они как бы все поставят на шариат. Главное, чтобы там сместить Кадырова. Вот такие у них там разговорчики проскакивают. Да? Они прямо это говорят, на чеченском языке говорят, что вот нужно сейчас там 3-е, 10-е. И вот они сейчас хотят сделать Палестину из чеченцев. Ахмед Закаев поэтому начал заигрывать. Сейчас он аятолла стал, он против Докки выступал за то, что Докка объявляет Имарат Кавказ, а он такой ярый демократ, и вот он несет знамя демократии, потому что Докка бросил это знамя. Хотя Докка не бросил это знамя. Там все нормально, там не касается никак. Закаеву никак к этому отношения не имеет. Просто люди были
забиты, задавлены, и если ты что-то говоришь, уничтожается вся твоя семья. Полностью, все, кто там дома, родственники, кого достанут, уничтожают. И люди молчат. Кто-то купился, кто-то сломался, кто-то сдался, кто-то устал, кто-то умер, уже старые все, 70-80 лет людям. Вот такая ситуация. И они что хотят сделать? Сейчас под видом, сейчас какие-то там границу переходят, Белгородскую область, там какие-то там несколько человек пересекают границу, какие-то там нападения типа делают на российские какие-то колонны, там расстреляли какую-то там машину, которая хлеб везла, еду везла, и убили двух каких-то салаг. 20 человек там толпой расстреляли ее, и все. Бронированный потом рассказывают. Мы бронированный. Абсолютно не бронированный, обычный грузовик расстреляли. И из этого какую-то историю, что вот там чеченцы там совершили вылазку там и так далее, и так далее. Ну, туфта полная, там сказки рассказывают. И сейчас они хотят под видом вот этого всего переместиться в Чечню, сместить Кадырова, может быть, убить на самом деле Кадырова, убить из окружения на некоторых, может быть, подвинуть Кадырова, может договориться с Кадыровым. И как бы сказать, что вот Ичкерия в лице театральной группы в экзиле и ваххабистов, ну, религиозников, скажем так, которые тоже управляются, координируются. Там есть много независимых людей, но они не понимают, что происходит, некоторые. И вот под этим видом воссоздать такую Палестину, которая будет управляться в угоду России, и мы будем такими религиозниками, которые там Аллаху Акбар, и взрываться мы будем. Вот что они добиваются, вот к чему они хотят подвести чеченский народ. Фактически, чтобы Россия избежала ответственности за геноцид чеченского народа, нам хотят сделать Палестину и еще большие преступления совершать. Чтобы мы стали какими-то религиозными фанатиками, инструментом в руках той же, возможно, и Турции, которая очень заинтересована, потому что турецкая агентура, среди чеченцев живут люди кумыки и другие тюркскоязычные народы, которые, по всей видимости, очень тесно координируются с турецкими спецслужбами. И вообще, когда шла война на Кавказе, турецкие спецслужбы активно сотрудничали через, ну, взаимодействовали, может, не сотрудничали, где-то как-то взаимодействовали. Вот такие вот много-много вещей складывается из ситуации, которую разыгрывает террористическая банда КГБ, ФСБ. Вот и все, если коротко. Так, пойдемте дальше. Вырежете то, что я сказал, да, и отдельно выложите. Ассаламу алейкум. Так, друзья, сколько мы? Почти 2 часа в эфире. Так, сошли, значит, 15-копеечные, да? 15-рублевые. Кумыки молодцы, они хорошо учат языки и чисто говорят на чеченском. Ничего себе, бедные. Так.
Ну что здесь, сколыхнулись, да, агентура, обиделись на правду. Ну ничего, да. Придется вам слушать правду. Чеченский народ жив, чеченский народ думает, и чеченский народ будет привлекать уголовной ответственности всех, кто совершил преступление против чеченского народа, вне зависимости, русские это или чеченцы. Поэтому, если кто-то думает, что можно чеченский народ дурачить, можно переделать историю, сейчас появляются видеоролики, где якобы Ахмед Закаев и Дудаев. Несколько там кадров, где Дудаев, он везде ошивался. Вот кто видели, все рассказывают, что Ахмед Закаев везде ошивался где-то рядом. Никаких решений он не принимал, но вот везде рядом был. И потому что родственник Ахмеда Джохара Дудаева, Муса Таипов, был другом этого. Муса Таипов сам у меня в прямом эфире, в интервью мне об этом рассказывал в прямом эфире. И вот таким образом он там рядом оказывался. И сейчас нам представляют, что Ахмед Закаев является чуть ли не прямым наследником Джохара Дудаева, что вот он его и является. И если вы обратили внимание, где-то на митинге там стоят Ахмед Закаев, тот самый, кто меня пытался вербовать, Нашхо Эльдаров, он же Руслан Сулейманов, и выступает Хусейн Джамбетов, которого сейчас тоже пиарят. Вот эти все пособники, из него какую-то медийную фигуру пытаются сделать. И он там говорит: Ахмед Закаев, ты прямой наследник Джохара Дудаева. Ты там ты прямой, тебе эстафету передали. И вот получается вот этот герой Ахмед Закаев, которому лично вот он все на своих плечах тащил, все это передал. И получается, потом он идет и говорит: ну мы чеченцы, давайте договоримся, мы же не будем друг друга убивать, там, мы же все-таки должны примириться там, и так далее. А мы, которые не захотели никак с русскими быть связаны, да, другие чеченцы, я-то не беру себя даже в этот список, хотя я тоже являюсь полноценным антирусистом. Получаемся какие-то сумасшедшие, которые не хотят объединения, не хотят конца кровопролития, не хотят там свободы там, и так далее. И вот эти детали, в которые их так много, этих деталей, простому чеченцу погружаться неохота. Он скажет: ну вот смотрите, ну видите, там Запад признает Ахмеда Закаева, там его поддерживает, ну давайте договоримся. Вот на это было построена вот стратегия их, что вот сейчас Англия вроде бы поддерживает Ахмеда Закаева, и мы сейчас должны поддержать выбор Англии, и там разберемся, поедем в Чечню, а там уже мы разберемся. Когда мы поедем в Чечню, нас просто уничтожат. Улыбаясь, мило там отравят, там взорвут, еще что-то сделают. И ничего не изменится. И если Англия и Америка признает, это, конечно же, будет удар для нас. Это никак нас не остановит, потому что мы знаем правду, мы знаем истину, и мы будем стоять на этой истине. И мы сейчас добились того, что ни Америка, ни Англия не признает Ахмеда Закаева. Это я уже могу уверенно, со стопроцентной уверенностью сказать. И не было никакого даже попытки признания Ахмеда Закаева. Просто они здесь создают такую видимость, чтобы народ поддержал. А когда народ поддержит Ахмеда Закаева, тогда других нет. Америка посмотрит и скажет: ну ладно, если все поддерживают, ну давайте поддержим. Ну, сами разберутся чеченцы, ну ладно, как хотят, ну что мы будем сейчас чеченцев переделать? Нет, чеченцы не хотят никак быть с русскими. Я могу это со всей ответственностью заявить. Чеченцы устали, хотим домой, хотим на родину, хотим свободы, хотим прав. Это правда.
очень сильно хотим. Мы просто уже сходим с ума, как мы сильно хотим. И родину хотим, и свои права хотим, и полноценное свое государство хотим, и созидать хотим, и растить хотим, и хотим жить свободно и в безопасности на своей земле. Мы очень этого хотим. А нам предлагают, что вы станете там, ассимилируете здесь, потеряетесь, вы здесь заблудитесь, растворитесь здесь в Европе. Вот если не поддержим Ахмеда Закаева. А это обман. Это обман. Мы не поддержим Ахмеда Закаева. Чеченцы, если не объяснять чеченцам, они говорят, ну ладно, давайте поддержим. Я общался с чеченцами. Но если ты начинаешь детали рассказывать, все да как, тогда чеченцу доходит. И вот моя задача рассказать чеченцам. И я этим занимаюсь, и я это делаю достаточно успешно. Я достаточно, и слава богу, чеченцы сами знают, кто такой Ахмед Закаев. Мне много трудиться не приходится. Но детали, которые нужны, я их рассказываю и буду рассказывать. И буду рассказывать. Я думаю, в нынешней обстановке Запад сделает ставку на Закаева. Когда это будет, не знаю. Правда, он хитрее других и более известный. Маш нет, не сделает. Ты глубоко ошибаешься. Никогда не сделает. Знаете, при том, что Запад будет иметь дело с любым, и с Саддамом Хусейном, и с кем угодно, и с талибами будет иметь дело, если это нужно для их страны и национального интереса. У Америки и у Англии есть очень такая хорошая черта, очень мудрая черта. Если же им подсовывают симулятор, а реально это не так, они все взвешивают, то они не поведутся на этот симулятор. Понимаете? И мы подтверждаем, что это симулятор. Мое присутствие вот перед вами сейчас, это подтверждает, что Ахмед Закаев это симулятор. Это искусственно создающийся чеченцами неподдерживаемый. Если бы поддерживали чеченцы, если бы и я топил бы, другие топили бы за Закаева, и мы показали бы, что да, и народ подтянулся бы, то да, тогда бы да. Но не поддерживают Ахмед Закаева. Не поддерживают и не поддержат. Вот такое отторжение к Ахмеду Закаеву. Ахмед Закаев обвинял Докка Умара в работе на ФСБ. Он обвинял, что он продал 500 миллионов. Докка Умаров еще не объявил об главным аргументом, сейчас по порядку расскажу, главным аргументом, который мне, когда я заступался, поддерживал Ахмеда Закаева, было то, что Докка Умаров бросил флаг Ичкерии, поднял флаг Имарата Кавказ, и поэтому получается, что демократическую Ичкерию поднял, и вот он несет ее, так как он узнаваем, рядом там с нашими политиками был, то давайте его поддержим. И я согласился с этой установкой тогда. Но потом выяснилось очень интересная деталь, что Докка Умаров объявил об Имарате Кавказ в ноябре 2007 года. В ноябре. А за месяц до этого Закаев объявил о том, что он возглавляет Ичкерию. То есть Докка Умаров еще не объявил о том, что он сложил в себя полномочия президента, хотя он об этом и не говорил никогда. Он просто сказал, что он объявляет не как президент Ичкерии, а как Докка Умаров он объявляет Имарат Кавказ. Докка был президентом и остается этим президентом, последним президентом. Но Докка Умаров не объявил еще о том, что он создает Имарат Кавказ, но за месяц есть документы на моем сайте в YouTube. Эти документы имеются. Можно зайти в раздел сообщества, перелистать 2 недели, месяц, там 1,5 месяца назад я это загружал. И в Фейсбуке есть, и в Инстаграме у меня есть. Эти документы имеются. За месяц до объявления Имарата Кавказ Доккой, президент еще действующий, Докка, президент Чеченской Республики Ичкерия, Закаев объявляет о том, что он является премьер-министром.
Как такое возможно? Это попытка захвата власти, узурпация, попытка узурпации власти. Это тягчайшее преступление, особенно во время войны. И аргумент о том, что никто не, все боялись поднять флаг, а вот Ахмед Закаев поднял этот флаг со своими товарищами, не выдерживает абсолютно никакой критики. В том числе потому, что для того, как после того, как ДОК объявил Имарат Кавказ, здесь в Европе произошло волнение, брожение, и люди начали связываться с Доккой Умаровым, потому что Докка Умаров находился на территории воюющей Чеченской республики Ичкерия, и он не был доступен вот так при звонке, при любом удобном случае. Для того, чтобы связаться с Доккой Умаровым, нужно было записать видео-аудио сообщение, или аудио, или видео, отдать кассету, передать через кого-то и ждать 3 месяца, пока эта кассета дойдет до него. И если человек, который доставляет это письмо, сообщение, не погибнет, не будет убит, не перехвачено это письмо, то еще 3 месяца, где-то 3 месяца, 6 месяцев потребуется, чтобы от Докки пришел ответ. И так как никто не хотел узурпацию власти, никто не хотел у Докки забирать власть, никто не хотел нарушения, все ждали, совещались, собирались, разбирались, что это Докка выкинул, что это за трюк такой, что он собирается делать. Надо с ним решить этот вопрос, с ним нужно поговорить, что он делает, и так далее, и так далее. А в это время, еще до того, как даже Докка объявил, уже тут появился премьер-министр за месяц, заметьте, за месяц. Как такое возможно тогда получается? Значит, Закаеву, значит, неинтересно было, что там происходит. А все остальные волнуются, а Закаеву нужна была только власть. Захват вот этой формально. И потом он залег на дно. Никакой тишины не все, об этом как бы, взял, там какая-то, ведется какая-то деятельность, и все. Вот сейчас эта активность пошла. Сейчас эта активность. И я виноват в том, что я принял в этом участие и поддерживал его в этом. Вот и все. Много можно об этом говорить, очень много. Это как Жириновский говорил про оговорку взрыва дома за 2 дня до взрыва. Поспешили объявить, короче. Совершенно верно, так и получилось. Так и получилось. Асана, это у тебя микрофон фонит. Ну, может быть, я просто, может, кричу, может, поэтому. Ладно, друзья, я, наверное, закончу на этом свой стрим. Не был взрыв, там был сахар. Фредди Патрушев, Крюгер. Да, Амзат, совершенно верно. Друзья, я закончу на этом свой стрим. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Если хотите знать правду, подписывайтесь на канал Реалити в YouTube и на канал в TikTok Аслан Арцуев. Слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюэль, бюздек, алюэль. Всего самого хорошего. Спокойной ночи, друзья.